О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Началась 4-я сессия Госсобрания Илтумен Якутии 7-го созыва. Работа парламента продлится 2 дня. Какие законы приняты? За 5 лет в экономику республики привлечены рекордные объемы инвестиций – более 2 триллионов рублей. Мы расскажем о реализации проектов на территориях опережающего развития. Общественное движение «Боевые шелкопряды» расширяет сеть своих пунктов. Один из них открыт в музейном комплексе «Россия. Моя история», чем заняты волонтеры. Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутии превышен наполовину. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе вынудила принять ряд серьезных мер для сдерживания распространения вирусных инфекций. Вкус Якутии, блюда якутской и арктической кухни в современной подаче представили студенты-повара на конкурсе профмастерства. Вопросы реализации инвестпроектов якорного резидента ТОР Южной Якутии компании «Колмар» обсудили на встрече глава региона Н. Николаев и генеральный директор компании Валерий Цвилев. В этом году компания трудоустроила более 1500 человек и ведет профориентационный проект по подготовке молодых специалистов. Как рассказал Цвилев, на сегодняшний день на предприятиях «Колмар» трудится более 6500 работников. Из них 1670 человек трудоустроились в этом году. Одним из основных инструментов по привлечению персонала стала республиканская программа «Местные кадры в промышленность». За 10 месяцев по ней трудоустроено более 800 человек. Завершился первый день 4-го пленарного заседания Госсобрания Илтумен Якутии 7-го созыва. На повестке более 40 вопросов. Так, депутаты рассмотрят внесение изменений в ряд республиканских законов. Парламент утвердил на должность министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева. В Якутии до 300 тысяч рублей увеличили размер республиканского материнского капитала «Семья». Также депутаты рассмотрели бюджет на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Отметим, что по всем значимым направлениям бюджет существенно вырос. Парламент увеличил финансирование сельского хозяйства, образования, коммунальной сферы, медицины и других направлений. Многие поправки они были учтены народных депутатов в поправках правительства Республики Саха-Якутия. 49 поправок народных депутатов республики они приняты на сегодняшний день. Ну и нас удовлетворяет то, что в целом бюджет Республики Саха-Якутия он получился достаточно сбалансированным, социально ориентированным. У нас доходы государственного бюджета республики по сравнению с тем, как мы входили в 2023 год, в прошлом году, увеличился существенно, порядка более чем на 30 миллиардов рублей. Это нас очень радует, потому что это говорит о том, что экономика растет, у нас налогооблагаемая база и налоговые поступления в доход государственного бюджета растут. За 5 лет в экономику республики привлечены рекордные объемы инвестиций – более 2 триллионов рублей. Такой показатель роста – первый по величине среди регионов Дальнего Востока и рекордный за всю историю Якутии. Быстрый прогресс отражает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса в сочетании с поддержкой федерального центра. О примерах реализации опережающих проектов узнавала Марферина Алексеева. Чтобы улучшить условия для создания и развития жизненно важных для региона предприятий малого и среднего бизнеса, на территории республики созданы 2 территории опережающего развития. Их резидентам предоставляются земельные участки, инфраструктура, налоговые льготы. Ключевое требование к резидентам – проекты должны способствовать социально-экономическому развитию республики и повышению качества жизни местных жителей. Одним из резидентов является тепличный комплекс в Саюре. С помощью инновационных технологий в условиях вечной мерзлоты за год здесь выращивают более 2000 тонн огурцов, помидоров, клубники, разных видов зелени, салата, перца и баклажанов. А после проведенной в ноябре масштабной реконструкции одной из теплиц в 4 раза выросли объемы сборов клубники. В день планируется собирать от 50 до 70 килограммов клубники.
В текущем году начата работа по подготовке профессиональных специалистов в области сельского хозяйства. Мы берем таких студентов на оплачиваемую практику. Они у нас с самого начала понимают, чем им предстоит заниматься после окончания вуза. Заключается трехсторонний договор между руководством ЕСХТ, САЮРИ и, собственно, студентом. И после выпуска такой студент уже попадает в знакомую ему среду. Он понимает, что ему предстоит делать. То есть для него уже это не является новинкой. И, по сути, мы получаем готовую трудовую единицу, которая знает, что ей делать. То есть уже опытный человек. А человек получает уверенность в том, что его трудоустроят. За счет стимулирования развития предпринимательства решаются несколько важных задач. Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни в регионе, улучшив снабжение товарами, продуктами за счет собственного производства. Здесь очень много мест выходит, чем в отличие от других. 100 с лишним мест в одном учреждении – это очень хороший результат. И плюс ко всему этому еще не помешали бы еще. Так, мы никогда не говорим, все, у нас уже все заполнено, мы никого не берем. Нет такого. Нас мотивирует то, что мы стараемся для республики выдать натурально свежий продукт. Территория опережающего развития готовит к открытию еще один производственный дом для малого бизнеса. Предприниматели в сфере изготовления стройматериалов готовятся к заселению уже в следующем месяце. Объект находится на инвестиционной площадке «Капитоновка». Общая площадь составляет 1600 квадратных метров. Это 6 благоустроенных помещений. Данные объекты инфраструктуры предназначены для размещения начинающих предпринимателей, которые будут сдавать в аренду по льготной ставке. Для работы в новом здании уже есть потенциальные арендаторы. Всего в объект будет заселено 6 производственных компаний. Каждое помещение имеет мощность до 100 киловатт электроэнергии, плюс горячее холодное водоснабжение. И имеется сразу бытовое помещение для работников. Представители малого и среднего бизнеса, допустим, купили оборудование и зашли, сразу с оборудованием установили и уже начали производство. И получается, у нас это бизнес-инкубатор, то есть здесь они начинают и могут уже через некоторое время взять земельный участок и на нем уже построить свой собственный завод. Принцип такой этих зданий. Под управляющей компанией «Тор Якутия» сегодня действует 52 резидента. На площадке «Капитоновка» в 2022 году было открыто 14 помещений для размещения субъектов малого бизнеса на площади более 2000 квадратных метров. Весь путь реализации проекта резидентами проделан благодаря поддержке «Тор Якутия». Самое главное – развитие, и прибыль. Технопарк «Сокол» начали, там же мы открыли сперва сэндвич-панели. И сейчас мы сюда переехали. Вся производство, которое у нас есть, сейчас находится здесь. Территории опережающего развития были созданы по инициативе президента России Владимира Путина с целью создания новых производств и рабочих мест в регионах Дальнего Востока. Благодаря разработанным мерам поддержки экономики в Якутии создано более 9000 рабочих мест. Еще новый инструмент стимулирования предпринимательской деятельности – это территории развития местного производства. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о планах создания в республике не менее 15 территорий развития местного производства. С помощью этого механизма поддержки предпринимательства планируется увеличить производство местной продукции на 25% к 2029 году. Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Продолжается оказание медпомощи участникам спецоперации и членам их семей. Медицинская помощь оказывается в приоритетном порядке. Для поддержки раненых бойцов в военных госпиталях страны с прошлого года организована выездная работа гражданских врачей нашей республики. По выстроенной и слаженной системе продолжается адресная помощь. Так, с 8 по 17 ноября в Дальневосточном федеральном округе отработала бригада, которую руководил опытный организатор здравоохранения Владимир Владимирович Богдашин. В составе этой бригады отработали врачи-травматологи, психиатры, психологи. Этой бригадой было осмотрено более 150 участников специальной военной операции. Для всех нуждающихся бойцов у нас были организованы телемедицинские консультации.
Общественное движение «Боевые шелкопряды» расширяет сеть своих пунктов. Один из них открыт в музейном комплексе «Россия. Моя история». Там по будням и выходным собираются неравнодушные люди для того, чтобы плести маскировочные сети, изготавливать теплые стельки для солдатской обуви и многое другое. Подробнее о боевых шелкопрядах расскажет Александр Хавренко. Здесь каждый занят своим делом. Одни нарезают ткань на полосы, другие делают на ней специальные надрезы, а дальше уже их вплетают в сетку. За время, что существуют боевые шелкопряды, изменились и требования к ткани, и методы плетения. В первое время все материалы мы закупали сами изготовили стойки для плетения, вот эти сети. А сейчас это выдается централизованно, это уже утвержденные Министерством обороны ткани, которые позволяют не проникать взору тепловизоров через эти сетки. И технология плетения также она, можно сказать, она придумала в Якутии. Придумал ее тоже соорганизатор движения боевых шелкопрядов Сергей Ефимович Васильев. Он ученый, физик. Декабрина Николаевна Попова – волонтер со стажем. С 2011 года преподавала для слушателей школы 3-го возраста. Когда открылось отделение боевых шелкопрядов в музее, пошла помогать, не раздумывая. Делаем, стараемся. Нас вначале, конечно, мало было, а сейчас вот прибавляется, женщины приходят. К нам приходили солдаты, контрактники и мобилизованные, говорили, что вот эти сети очень им помогают, спасают их. Поэтому, конечно, от души с этим алгысом, алгыс – это благословение, наша молитва, посылаем им вот эти сети. Кроме того, что волонтеры все вместе делают общее доброе дело, для многих из них боевые шелкопряды стал клубом по интересам, где они могут встретиться, пообщаться и помогать тем, кто сейчас на передовой. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. В канун Дня Хомуса в Москве на выставке «Россия» проходят мастер-классы игры на варгане. В павильоне Якутии расположилась даже мини-кузнечная, где мастер показывает, как изготавливают якутские национальные инструменты. Что еще готовит республика ко Дню Хомуса, для гостей выставки расскажет Айсена Бурнашова. Она выходит на прямую связь со студией. Айсена, приветствую и передаю тебе слово. Сергей, я тебя тоже приветствую. Ну что ж, на самом деле сам день Хомуса отмечается у нас официально завтра, 30 ноября. Но на выставке «Россия» в павильоне Якутии этот день начали отмечать еще вчера. То есть сегодня второй день, как всех посетителей знакомят с этим чудесным, потрясающим музыкальным инструментом. На нашем стенде вселенная Олонхо расположилась даже мини-мастерская с самым настоящим мастером, который поэтапно показывает и рассказывает, как, собственно, создается этот хомус. С этой информацией он поделился также и нашему телеканалу. Смотрим. Это основной инструмент, это тиски, на котором я буду крепить свой корпус и настраивать свой инструмент. Это еще не конечный продукт. Я вижу, что язычок еще не доделан. Да, это не конечный продукт, но звук настраиваю. Потом надо будет уже просто здесь согнуть, и уже получится. И уже получится, наверное, вот такой вот, да, хомус? Да, и мне надо будет только поработать над внешним видом, дизайном. В нашем павильоне также проходит выставка, посвященная варганам народов России. Всего привезли 40 музыкальных инструментов. Все они разных мастеров. Есть мастера русские, якутские, алтайские, кстати, тоже имеются. Но особое внимание, особый акцент мы хотели бы уделить нашим якутским, традиционным. Так, на выставке они самые разные формы. Есть, например, самый маленький, он рекордсмен в своей длине. Его длина составляет всего 6 миллиметров. Вы представляете, этот инструмент может даже издавать звуки. Звуки, конечно, тоже мини. Но есть среди этих изделий и отдельный уникальный хомус. Так, например, хомус космический его называют, мастера Чомчоева. Почему космический? Потому что в 2011 году он побывал в космосе вместе с космонавтом, героем России Олегом Кононенко.
В 2011 году летчик-космонавт России Олег Кононенко взял с собой вот этот наш якутский хомус и сыграл на орбитальной станции якутскую мелодию. Кстати, он несколько раз приезжал в Якутск и брал уроки игры на хомусе. Хомусы, конечно, в руки брать нельзя, пробовать сыграть на них тоже нельзя. Смотрим только глазами, как сказал мне экскурсовод. А очень жалко, хотелось бы похвастаться, что я держу в руках тот самый космический хомус. Но на самом деле услышать звуки этого потрясающего национального инструмента можно на сцене, на стенде Министерства Дальнего Востока. Там наши прославленные именитые хомусисты играют свои композиции. Ну а гости, конечно, довольны, пребывают в приятном восторге. Восторг. Мало того, что это колоссальный труд, звуки необыкновенные и разные ноты, и тонкие, и необыкновенные. В общем, преклоняюсь просто перед мастером, перед его трудом и перед вообще, что это какой-то... Здесь мы узнаем вот эти национальные традиции. Да. Для нас это, для москвичей, конечно, и для других регионов. Чудесно. Молодцы, Спасибо большое. Спасибо. Прям преклоняемся перед таким трудом. Ну что ж, и завтра, я напомню, что завтра состоится официальный праздник, День хомуса, 30 ноября. И здесь, конечно, пройдут ключевое событие. На стенде Якутии прямо перед входом развернется настоящий хомусный осохой. Этим как бы и завершатся все мероприятия, посвященные нашему главному инструменту народа саха. Ну а сама выставка продлится до 12 апреля, так что любой желающий может прийти и посмотреть на достижения всех регионов нашей страны. Передаю вам слово, коллеги. Айсена, спасибо за такое информативное и живое прямое включение. Ну и поздравляем с наступающим Днем хомуса. А пока продолжаем нашу программу. Подведены итоги двухгодичной реализации проекта, направленного на развитие соцподдержки семей с низким уровнем дохода. Проект выиграл грант на общую сумму более 14 миллионов рублей. На эти средства созданы 5 кабинетов для организации социально-психологического сопровождения семей, 12 мобильных кочевых мастерских в арктических улусах, а также соцслужбы сопровождения с кратковременным пребыванием детей и семей, заключивших и будущих получателей соцконтрактов. По всей республике охвачено более 5000 семей. Действительно, были очень интересные практики, которые направлены на повышение финансовой грамотности как детей, так и их родителей, на привлечение навыков к труду, потому что все-таки в этом году был объявлен год труда главой республики. И именно вот эти трудовые навыки в рамках тех мероприятий, которые были реализованы в комплексе мер, сегодня были рассмотрены. И мы можем с уверенностью сказать, что мы достойно реализовали этот комплекс мер. По последним данным, в Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 54%. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе вынудила принять ряд серьезных мер для сдерживания распространения вирусных инфекций. Подробности в материале Ивана Лазаренко. В настоящее время в Нерюнгринском районе наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. За последние 4 недели прирост составляет до 25% к показателям предыдущей. Для стабилизации ситуации в районе введен ряд мер для сдерживания сезонных инфекционных заболеваний. Было экстренно принято решение о проведении санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой были отработаны и приняты решения по отдельным противоэпидемическим мероприятиям, в том числе о переводе на дистанционную форму обучения 7-8 классов всех общеобразовательных учреждений, сокращении продолжительности уроков по начальной школе, 1-4 классы, о переводе на дистанционную форму работы всех учреждений дополнительного образования, закрытии в школах бассейнов. Также на территории Нерюнгринского района вводится ряд ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. Это введение масочного режима, использование бактерицидных облучателей и обязательная дезинфекция. Чтобы защитить себя и своих близких, врачи рекомендуют следовать самым простым правилам. В первую очередь во всех общественных местах желательно носить маски. Чем больше людей будет носить маски, тем меньше будет заболеваемость. Это в первую очередь. Второе, естественно, обработка рук при возвращении домой. Прививки от гриппа желательно, конечно, поставить. Далее
соблюдать, естественно, здоровый образ жизни, достаточно спать, проветривать комнату перед сном. Соблюдая эти простые правила, можно спокойно пережить повышение заболеваемости и самому не заболеть. Специалисты настоятельно рекомендуют очень внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках болезни незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. А уже совсем скоро наступит декабрь, а значит, нас ждет резкое похолодание. Чтобы быть во всеоружии, норвежская выставка предлагает закупиться теплой и удобной верхней одеждой, как для себя, так и для своих близких. На сегодняшний день сделать это можно как в Алдане, так и в столице. Подробности в сюжете. Хранить на складах товары ушедших брендов очень дорого. Утилизация также дело затратное. Чтобы не нести дальнейшие убытки, было решено распродать весь товар. Компания Ursa Group занимается закупкой и поставкой верхней одежды из стран Скандинавии и Северной Америки в Россию. Как вам известно, что многие европейские марки закрылись и ушли с российского рынка. Товар, который остался на территории России, было принято решение распродать в формате норвежская выставка, в формате недели со скидками до 70%. Покупателей ждет европейское качество по доступным ценам. На выставке представлено свыше 100 товаров различных расцветок и размеров, чтобы каждый смог найти подходящую модель. В ассортимент входят скандинавские норки, норвежские аляски, Канада Гус и многое другое. Представляю вашему вниманию женскую аляску на минус 50. За счет мембрана она тонкая и весит всего 850 грамм. В данный момент эта аляска дешевле в 2 раза, чем в магазинах. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию 2 хита Якутии. Это канадские аляски на съемной шкуре волка, выдерживающие мороз до минус 60 градусов. А вторую часть можно носить как осенне-весеннюю куртку. Также для автолюбителей компания привезла легендарные итальянские пилоты из кожи бизона на меху овцы. Данная модель очень удобна тем, кто постоянно проводит время за рулем. Такие пуховики станут хорошим подарком, чтобы порадовать себя и близких в преддверии Нового года. Мы пришли покупать новогодние подарки с подружкой Раечкой. И подняли 6-й этаж и купили 2 куртки. Я не шопоголик, но по совету подружек пришла и купила себе классную парку. Приобрели прекрасную шубу для своей супруги. Качество прекрасное. На сегодняшний день выставка работает как в Алдане, на улице 10 лет Якутии, дом 7, и в торговом центре «Березка», а также в столице в торговом комплексе «Саха-Экспоцентр». На 6-м этаже, вход в конце 5-го этажа справа и по адресу Короленко 7/1 на пересечении с улицей Пояркова. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске писатель-прозаик Анатолий Слепцов встретился с читателями на творческом вечере. Хирург по образованию Анатолий Игнатьевич открыл в себе талант писателя и с тех пор радует своих читателей краткой прозой. Кроме того, Анатолий Слепцов стал лауреатом первой общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева и окончил высшие литературные курсы в Москве. Изначально писатель планировал свой творческий вечер в формате встречи с читателями, но коллеги из Союза писателей Республики предложили провести его в более торжественном формате и приурочить к юбилею. В планах у меня это издать свою дипломную работу, которую я написал к окончанию высших литературных курсов еще в 2018 году. И вот 5 лет еще бьюсь с этой книгой. Ну, планирую в формате романов-рассказов издать. Блюда якутской и арктической кухни в современной подаче представили студенты-повара на конкурсе профмастерства. Его провели в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Какие блюда приготовили студенты и как их оценивают жюри, расскажет Даяна Федорова. Рыба, оленина и ягоды. Из таких ингредиентов студенты Якутского и Инамского техникумов должны были приготовить по 3 блюда. Холодную закуску, горячее и десерт. В конкурсе приняли участие 4 команды по 3 человека. Лилия Яковлева – одна из участниц конкурса. В кулинарных поединках она участвует не впервые. Как признается девушка, готовить она начала с малых лет. Я готовила десерт. У меня получается сосновая шишечка. Внутри там есть начинка из малины и земляники. Также в основном у меня основа – это кетчуп замороженный. Нет?
в основном люблю готовить с родителями именно якутскую кухню, но по большей части я сама по азиатской. Жюри оценивали конкурсантов в соответствии с международными стандартами World Chefs. Это и соблюдение гигиенических норм, правильное профессиональное приготовление, внешний вид блюда и, самое важное, вкус. В качестве экспертов пригласили шеф-поваров ресторанов столицы. Критериев оценки много, начиная от формы одежды, заканчивая подачей блюд. В кулинарии уже более 15 лет. Сегодня приглашен в качестве эксперта на вкус Якутии, юбилейный уже 10 лет он проходит у нас в Якутии. Мы как независимые эксперты сейчас будет очень строго. Нужно развивать вот это все. Ребята молодые, но видно, что талантливые, очень хорошо готовят, все соблюдают все правила и критерии. Являюсь членом жюри уже не первый год, приглашают на конкурс. Но вот сегодня такой интересный, удивительный конкурс. Это «Вкус Якутии» по приготовлению якутской кухни и кухни арктических народов. Знаете, посмотрю, как ребята работают, то очень хорошо вообще, молодцы. Прям чувствуются какие-то новинки, вот собственное у них свое там идет. В конкурсе победила одна из команд Якутского технологического техникума сервиса. Победители удостоились специального приза от Ассоциации гостеприимства, а призеры и участники – дипломами и сертификатами. В рамках фестиваля «Вкус Якутии» также проходят различные мастер-классы, деловая программа с участием экспертов и научно-практическая конференция. Напомним, гастрономический фестиваль продлится до 3 декабря. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.